Потерпев в 1502 году сокрушительный разгром от Менгли-Герая, шейх Ахмед остался без трона, без войска и без подданных. Сверженный хан искал союзников, но никто не желал выручать его. Тогда, опасаясь, что в степях его разыщут и схватят агенты Менгли-Герая, шейх Ахмед решил укрыться во владениях Литвы, в Киеве. Но там его, в точности как Сеида Ахмеда II за полвека до того, арестовали и отправили из Киева к Александру, королю Польши и Литвы. Король принял бывшего правителя Орды с величайшим почетом и поселил его под надзором в Вильнюсе, а затем в Тракае. Шейх Ахмед жил там в полном достатке и даже стал знаменитостью. Европейские аристократы приезжали к нему, чтобы лично встретиться и побеседовать о политике с последним императором Тартарии. Но шейх Ахмеду, конечно, не хотелось жить в плену, даже в почетном. Он пытался бежать из Тракая, его поймали и поселили в Каунасе. Король не отпускал хана, поскольку имел на него политические виды. Александр считал, что пленник пригодится ему в случае конфликта с Крымом, ведь теперь король мог пригрозить Гераям, что освободит шейха Ахмеда, и тогда крымские ханы, опасаясь потерять трон, станут сговорчивее. Но в Крыму хорошо понимали, что шейх Ахмед, даже оказавшись на воле, уже не сможет собрать вокруг себя ни войск, ни двора, ни влиятельных беев. И когда король высказал свою угрозу, в Крыму к ней отнеслись равнодушно. Александр убедился, что его знатный пленник больше не представляет никакой политической ценности и утратил к нему всякий интерес. А для бывшего хана Орды потянулись долгие годы жизни на чужбине. Он провел в плену целых 23 года, пока следующий польский король, Зигмунд I, наконец решил отпустить состарившегося хана на родину. В компании нескольких ногайских мирз шейх Ахмед вернулся на Волгу. Возвращение хана вовсе не вызвало восторга в его прежних владениях. Власть там была уже давно поделена между новым поколением знати, и даже место хана Орды в изгнании уже было занято кем-то из его родичей. Шейх Ахмед хотел вернуться в большую политику и даже попытался поддержать в Крыму мятеж Калги Исляма Герая против хана Саадета Герая, но был предан своими же союзниками и оставил рискованный план. О дальнейшей жизни шейха Ахмеда на Волге известно лишь то, что вскоре он погиб там. Кто убил старого хана, остается неясным, но нет сомнений, что в бывшей Орде слишком многим влиятельным лицам мешало возвращение их прежнего правителя.